Ключевые военные комиссары Якутии все чаще становятся фигурантами уголовных дел. Бывший военком Якутска Евгений Крупенков не стал исключением. Еще этим летом Крупенкова перевели из столичного военного комиссариата в Верхнеколымский УЛУС. Сейчас он проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере вместе с Евгением Корниловым. Судебный процесс ведется в закрытом режиме. Назначение Крупенкова на место военкома города Якутска произошло после ареста его предшественника, Афанасия Захарова, который был осужден за взяточничество и получил 10 лет колонии строгого режима. Крупенков неоднократно становился фигурой скандалов, связанных с давлением на население. Известно, что Крупенков позволял себе пренебрежительный тон в разговоре с матерями мобилизованных на встрече мэра с родственниками участников СВО. Если желают выйти. Как получается, им не дают на месяц, им дают нет, максимум только поселение, им дают первое раз, 2 недели дают через. Получается, один раз он приедет бесплатно, а второй раз за свой счет. Ну, может не приезжать, а проводить отпуск. Вы вообще сами поняли сейчас, что сказали? А? Вы сами поняли? У вас там кто-нибудь есть на этой линии сидит? Будьте добры, секундочку, пожалуйста. Давайте начнем. Вы меня простите, да, я вся на эмоциях, но если бы там сидел ваш сын, ваш муж, вы бы так не относились и не говорили такие слова. Вы сам военный, вы сами понимаете, что вы говорите, и кому вы это говорите? Я мать, у меня там единственный сын. У меня нет второго запасного ребенка. Также Крупенков дважды направлял повестку жителю Анабарского района, у которого отсутствует один глаз. Весной мужчину признали негодным по состоянию здоровья, но осенью он снова получил повестку с требованием явиться из Анабарского УЛУСа в город Якутск. На это зампред правительства Ольга Балабкина отреагировала без осуждения, отметив лишь, что город Якутск уже хантит людей. Для сотрудников, работникам и бизнес направлена повестка, да, за подписью Крупенкова. Но весной его тоже призывали, у него отсутствует один глаз, его забраковали. Сейчас такая же схема идет. Он сейчас полетит, его забракуют. Зачем? Или надо... Я вообще не знаю, слушай, почему у тебя Крупенков в районе ходит. У тебя же свой есть военком. При чем здесь Крупенков? Это значит, у вас город Якутск уже хантит людей. Вот какая ситуация. Даже одноглазых. Представляешь, с какой яростью они работают? Не менее резонансным уголовным делом этого года было задержание Александра Авдонина, бывшего военного комиссара Якутии, который также оказался под следствием. 19 мая 2025 года Якутский гарнизонный военный суд вынес ему обвинительный приговор по статье 286, часть 3, пункт Е УК РФ за превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности. Дело Авдонина рассматривалось в упрощенном порядке. Он был задержан 20 марта, 6 мая дело поступило в суд, 13 мая прошло одно заседание, а 19 мая оглашен приговор. Обвинение связано с премией, которую он выписал себе лично. В 2022 году, во время частичной мобилизации, Авдонин подписал приказ, превышающий его должностные полномочия, запрещающий выезд из районов всем военнообязанным, даже тем, кто еще не получил повесток. Да, этот пункт указан в указе президента. Граждане, которые состоят на воинском учете и которые не вручены повестки, на период проведения мобилизации должны оставаться на местах проживания, на той территории, где они постоянно прописаны, без выезда в другие регионы. А в 2023-м требовал с районов отбирать по 15 человек в неделю для выполнения планов. Он говорил, что будем горбатиться, будем людей отправлять. Более 100 человек. До конца года у нас осталось, ровно 8 недель. Понятно, что в конце декабря никто там не будет работать. Это получается, там по 15 человек надо в неделю отбирать. Все вот эти остатки перейдут на следующий год. Никто не снимет с нас это задание. Будем работать, будем горбатиться, будем людей отправлять. Потому что ничто не закончилось. Вроде говорят, там контрнаступы все эти остановились, вроде там проще на фронте стало. Да ни черта не попроще. Ребята в окопах гибнут каждый день. Вот это задание, во-первых, по наследам, по предприятиям, чтобы было спрашивать не 10 человек, там, грубо говоря, с района СУЛУСа.
с района у вас, да, а берем одного человека с какой-то организации. Что показывает реальное отношение к населению Якутии, как к статистике, план который нужно выполнить, чтобы получить премию.